В истории Восточного фронта значимым событием стало создание главного штаба в селе Члов в декабре 1992 года. Переломный период войны. Абхазы стремились вытеснить противника, опираясь на новые силы. Утративший человечность, враг верил в достижение своих целей. Погибали воины, гибли взрослые и дети, не выходя за порог своего дома. Душераздирающая история мучительно прерванных жизней мирных граждан. 38 не вернувшихся с поля боя. 8 мирных жителей, среди которых и дети. Чло во время войны. В ночь с 17 на 18 февраля выпал сильный снег. В центре села был штаб. Все, кто был в штабе, так договорились. Молодые ребята остаются на боевом дежурстве, а кто постарше, пойдут помогать сельчанам, расчищать крыши домов от сугроба. В полночь мы отправились по домам. Снег валил без конца. У себя в доме приютили беженцев из Тамыша. Человек 18, и детей, и взрослых. Они не ложились спать, дожидаясь нас, с какими новостями мы придем из штаба. Далеко за полночь решили вздремнуть, но не успели. Началась стрельба тяжелым орудием. Стреляли по деревне. Первый, второй, третий, четвертый. Считал я и уповал, чтобы удар миновал. Пятый и шестой попал в крышу дома. Чердак обвалился на нас. Мы остались под обломками. Все испугались, кричали, плакали. Трудно было помочь. Я думаю, неужели мой брат Родион ничего не предпримет? Неужели он не слышит крики детей? Почему не помогает? Мой брат Родион вместе с женой и ребенком спали в первой комнате. Я очень нервничал, что он не выходит из комнаты. Тогда я не знал, что произошло. Несмотря на колющие гвозди, я попытался выйти ползком из-под обломков. В доме хранились керосиновые лампы и коптилки, но было темно и ничего не видно. Дополз до первого балкона, он весь провалился вниз, и мой брат Родион упал туда же. Слабо проговорил, чтобы я помог его семье, и указал в сторону комнаты. Его рука была оторвана, только кожа без костей. Цоколь, отколовшийся от удара снаряда, упал на него. Окровавленные голова, ухо и вся спина. Лица не видно было. Зашел в комнату. Моя невестка Люба лежала на кровати.
Руки скрещены на груди. Обломок попал в сердце и продырявил. Вот в таком ужасном состоянии я ее увидел. Ребенок еще дышал. Тогда не знали, что с ним. У него даже сил не было заплакать. Вышел на улицу и стал звать соседей на помощь. «Помогите, ради Бога, помогите», звал я. Соседи не смогли быстро прибежать. В любой момент могла начаться стрельба. Обломок крыши нашего дома попал в окно соседского. Он проснулся от звука, но не решался выйти на улицу. Когда услышал мой голос, набрался смелости и прибежал. Понемногу и другие соседи подоспели. Пганба Алеша отправился в штаб за помощью, чтобы повезти ребенка в Ткварчальский госпиталь. Надеялись спасти его. Из штаба прислали трактор. И на тракторе выехали с ним в сторону Ткварчала. Ребенок скончался у дверей госпиталя. Дамей. 9-летний Дамей. Мой старший брат Родион женился поздно и долго не имел детей. Начали поговаривать о том, чтобы взять на воспитание. Когда у меня родился третий сын, я отдал брату своего сына от чистого сердца. Отдал в руки. Это был мой сын. Отдал бездетному брату. У нас был один общий двор. Спали под одной крышей. Дом был большой и просторный, разделен на две части. На одной стороне мы, на другой брат с семьей. Хорошо уживались, ладили. Родион самый старший из братьев. Нас было 4. 2 жили в Сухуме, они укрылись в Гудауте. Мы с Родионом в деревне. Родион был сильно покалечен, но дышал. Довезли до Ткварчальского госпиталя. Ткварчальские врачи оказали первую помощь и рекомендовали вывезти его в Гудауту. Иначе умрет, сказали они. Кое-как на вертолете отправили в Гудауту. Родион, пока был живой, все время горевал. «Я взял у тебя ребенка и не сумел сберечь», — говорил мне. Его жена, Нона Цвижба, с большими заслугами, была депутатом, пользовалась уважением.
Но ее судьба была трагичной. Еще один очаг погас. Родион страдал больше всего из-за того, что я отдал ему своего сына, а он не смог его спасти. Горевал, мало ел, воды немного попивал. Не хотел жить, существовал, дожидаясь конца своих дней. Не хотел жить, существовал, дожидаясь конца своих дней. Он не смог пережить такое горе. После трагедии и 2 месяцев не прошло, Родион скончался. Я потеряла 2 сыновей. Один погиб в январской операции, а другой получил тяжелое ранение и сильную контузию при освобождении Гагры. И это повлияло на психику. 18 декабря 1995 года с командой ребят поехал охранять границы, и там грузины взяли его в плен. У него были проблемы с головой. Он настаивал на этой поездке. Мы его долго лечили, лежали в московской больнице имени Бурденко и в Сочи, вывозили на лечение. Один сын погиб на войне, пыталась спасти этого. За него цеплялась всеми силами. 1,5 года был в плену у грузин. С ним обходились очень жестоко. В кармане его брюк нашли корочку инвалида войны 1-й группы. Они его осудили высшей мерой наказания. Тогдашнее абхазское руководство и представители ООН содействовали его освобождению. Андрей Джергения помог и Международная ассоциация инвалидов в Москве. С их помощью сына отпустили живым. О погибшем сыне во время войны не думала, лишь бы сохранить этого, но не смогла. Лет 9 назад 2-го сына не стало. Грузинские танки вторгались в села на танках, стреляли в дома, убивали мирных жителей. Кто успевал, отходил назад. Женщины, дети, старики прятались в горных местах, в лесах. Пчелов был в эпицентре, много обстреливали. В каждом доме приютили беженцев. И у меня жили 22 человека. Из Кутола 2 семьи Чагуа, из Атары, Ачамчиры. Я сама не знала, в какой момент в мой двор зайдет горевестник. Сыновья были на линии огня, но я моим гостям не давала почувствовать свои внутренние переживания. Улыбалась им, шутила. Люди, оставшиеся без крова, кого разорили, выселили, им было непросто. Больно вспоминать, как снарядом убила мою сноху, мать 4 детей, Марину Хаджимба Цвижба. Сын ее был на фронте, тревожилась за него. Во время обстрела села погибла от снаряда. Ужасная трагедия. Также от обстрела снаряда погибла семья Ануа. Целая семья. В Члоу во время войны произошли незабываемые, страшные события. Мои дети застряли в городе, когда началась война. 2 младших были со мной. У нас гостили беженцы. Вечером начался сильный обстрел. Услышав крики в соседнем доме, мы всей семьей выбежали во двор. И в этот самый момент снаряд упал рядом с нами. Сразу на месте погибла мать моих детей. Скончалась на глазах наших детей. Они стояли позади нас. Осколки валялись у ног. Но сами дети и беженцы уцелели. Она стояла рядом со мной. Ее убило, а я выжил. Снаряд в дом не попал. Упал во двор. В коровник попали осколки. Животные погибли.
На глазах у детей мать погибла. Я быстро завел их в дом. Соседи прибежали и спрятали в подвале. Дети были маленькие, 9 и 10 лет. Остались у меня одного на руках. Самолеты часто бросали бомбы на наше село. Я не мог оставить детей одних. Они были без мамы. Смотрел за ними и заботился. Хочу рассказать о событиях, которые забыть не могу. До сих пор перед глазами. Первые дни войны, 28 августа 1992 года, впервые грузинские танки ворвались в село Члоу. Был большой праздник, День Успения. По традиции накрыли стол, вспоминали усопших, и взрослые, и дети были дома. Вдруг приходит весть, что в соседнее село Мук вошли грузинские танки. Переполошились, вживую никогда не видели танк, разве что в фильмах, и детей надо было спрятать. Детей отдала их бабушке, велела идти в укрытие. Я собрала важные документы, списки сельчан и поторопилась за ними. В этот момент услышала звуки гусениц танка. Звуки все приближались. Тяжелая техника врага дошла до моста реки Кумарча. Не стали переходить реку. Рядом с нашим домом через забор находился детский сад. Не успела я отойти далеко, рядом раздался взрыв. Очень громкий взрыв. Душа ушла в пятки. Первые 2-3 снаряда попали в детский сад. Я сама видела. Затем и в здание школы попали снаряды. Грузины обстреливали с западной стороны, и в наш двор упал снаряд. Двери, окна вылетели, стекла раскрошились. Некоторое время так стреляли по зданиям, но не переходили реку. Затем развернулись и двинулись назад. По пути они разгромили соседние села. Понемногу люди стали выходить из укрытия. У меня сердце сжалось от вида детского сада, где воспитали всех наших детей, во что его превратили. Я забежала во двор сада. Детские игрушки были разбросаны повсюду, куклы, машинки, сиротливые игрушки. Мы собрали и попытались разложить по местам. К счастью, никто не погиб. Я до сих пор не могу забыть. Грузинский танк намеренно прицелился и стрелял по детскому саду. Они хорошо видели здание детского сада и школы и понимали, что это за учреждение. Может, они и знали, что внутри нет детей, и если даже так, стрелять в детский сад кощунственно. Известный абхазский писатель Баграт Шинбу в это время находился в Члоу. Он написал строки: «Кто стрелял в наш детский сад, стрелял в будущее Абхазии». Все стихотворение не помню, но примерно смысл был такой. Сам Баграт нам прочитал это стихотворение. Каждое слово вонзалось в сердце. Он был великим поэтом. Мирные жители проявили сильнейшее терпение. Пока шла война, руководство Чимчирского района дислоцировалось в Члоу. У нас был расположен штаб, госпиталь. После боевых столкновений привозили раненых, до сих пор в ушах их стоны. У абхазской стороны не было оружия. Жители отдавали все самое дорогое: золотые кольца, цепочки, серьги, чтобы продать и купить бойцам оружие. И это я забыть не могу. Мне и еще одной женщине поручили собирать золото. Как сегодня помню, пришли к одному человеку преклонного возраста, Шалику Джапуа.
Его уже нет в живых. «Ничего не жалко для наших защитников», — сказал он нам. Вытащил свой раритетный серебряный абхазский пояс, вырезал драгоценные металлы и отдал. У меня сердце кровью обливалось. Очень много таких событий. Среди них полные отчаяния истории. Например, гибель семьи Ануан. Мужчина Алтыба нес еду воинам. Истребители бросали бомбы, и его убило осколком. Молодому парню отрезала ногу. Его родственница находилась у нас. Она держала в руках обувь с одной его ноги. Много тяжелых, болезненных, окровавленных воспоминаний стоят перед глазами. В год войны зимой выпал большой снег. В Лабре погибли русские добровольцы. Прощальную панихиду устроили в Доме культуры села. Ни во что было переодеть, одежды не было. С подругой решили собрать цветы. Молодые ведь были ребята, жалели. По всему селу искали в заснеженную зиму цветы. Нашли в могиле 2 розы. Принесли и положили у изголовья ребят. Одежду собрали сельчане, у кого что было. Я с детьми находилась дома, когда началась война. Через неделю стали прибывать беженцы, чьи дома были разрушены и сожжены из Дамыша, Адзюбжи, Кындык. Приходили к нам, чтобы приютили. Им некуда было идти. Конечно, мы принимали их, делили кровь и еду. 50 человек уживалось в нашем доме, 18 детей. Старшие братья сразу ушли на войну, младший был маленьким. В ноябре месяце заболела моя годовалая дочь. Мой отец и тетя несли ее на руках. Пешком до Тхорчала 4 часа. Дочь тяжело заболела, умирала на руках. В Тхорчале врач не дала надежду, похоже, что поздно, сказал он. Поставили капельницу. Немного пришла в себя, оставлять в больнице нельзя было. Отдали домой. Сказали, нужен уход и соблюдать диету. Вернулись домой. А как соблюдать диету? Разнообразия еды не было. И покупать негде, да и безденежье. Мой брат Адгур улетел на вертолете в Гудауту. Оттуда привез боеприпасы, взрывчатки для чуловских ребят. Затем на том же вертолете вернулся обратно в Гудауту. Моему ребенку становилось все хуже. Она тихо умирала. Мой отец сказал, что срочно отправит на вертолете в Гудауту, и там смогут ей помочь. Отправился в Тхорчал и узнал, в какие дни прилетит вертолет. Назначили дату — 15 декабря. Заранее собрались и тронулись в Тхорчал. Со мной еще была Йола Габля, родственница, жила с нами во время войны. Вышли к центральной трассе. Трактор ехал полный людьми. Отец попросил потесниться и посадить нас с больным ребенком на трактор. «Я пойду пешком», — сказал он. Для него не было места. В Охарчапане приземлились 2 вертолета. Привезли еду для блокадных тхорчальцев. Продукты первой необходимости. Мы тоже там находились. Наши документы и немного денег, что наскреб отец, остались у него в кармане. Из вертолета выгрузили мешки с пшеничной мукой и начали сажать людей. Народу было много, и все хотели улететь. Вертолет быстро заполнился. Оба вертолета, перегруженные людьми, вылетели перед нашими глазами. А мы развернулись и пошли к родственнику Алику Аргун, чтобы там переночевать, а завтра вновь вернуться на вертолетную площадку.
Через 4-5 часов и мой отец туда пришел, пешком добрался до Тхорчала. «Не переживайте, если сегодня не получилось, завтра я вас отправлю на вертолете», — успокоил отец. Позже узнали, что один из вертолетов сбили, и все погибли. После этого случая отец передумал нас отправлять. Пусть лучше умрет дома, на руках, на могиле. Рядом с бабушкой похороним, настоял он. Это война. Ежедневно кто-то погибает. Ежедневно хороним молодых ребят. Если у него такая участь, надо это принять, уверял отец. Я послушала его, и мы из Тхорчала вернулись в село Члоу. Так мучительно закончился этот год. Потом была январская операция 5 января. В ней участвовали мои близкие. 19-летний двоюродный брат Алик Цвижба, мой родной брат Адгур Цвижба и родственник Рудик Хаджимба. Мой родной брат сумел выйти из боя, а других взяли в плен. О том, как глумились над ними, знает вся Абхазия. Их тела обменяли на пленных. У Алика Цвижба вся голова была расколота, пальцы были отрезаны. На допросе спрашивали, в какой стране ты живешь, и когда отвечал в Абхазии, отрезали палец. Мы об этом знали, плакали по углам, кратко от его родителей. Мать и отец не знали правды. В конце января состояние здоровья моей дочери ухудшилось. 8 февраля улетели с ней на вертолете в Гудауту. Нас встретили абхазы, повезли в Пицунду в дом отдыха и поселили там. Через 2-3 дня я начала искать своего брата Адгура по батальонам. Он сам нас нашел вечером 13 февраля. На следующий день были сороковины. Со дня гибели ребят в январской операции. Наших Алика и Рудика временно похоронили в Ишере, на родовом кладбище Джумки Хаджимба. После обмена, когда привезли их тела, Джумка Хаджимба сказал, что заберет ребят и похоронит у себя. Мы попросили Адгура поднять нас на кладбище. Там же находились их боевые товарищи. Адгур зажег сигарету, налил вино из стакана. «Я старше тебя, Алик. Я должен был погибнуть», — с горечью сказал мой брат. На обратном пути мы попали под артобстрел. Видно, нас заметили снайперы. Мы шли по высотке. Военные шли за нами. Женщины велели быстро уходить. Мой брат тоже был среди них. Позади двора Джумки Хаджимбы живет семья Хварцки. Мы шли через их дом. Недалеко упал танковый снаряд. Сразу сзади услышали голоса ребят, что кого-то убило. Мы быстро развернулись назад, побежали. Грязи, слякоти было много. Его боевые товарищи не дали упасть в грязь, держали на руках. 3 осколка от снаряда попали в сонную артерию Адгура. Я подбежала, он открыл глаза, посмотрел на меня, улыбнулся и обратно закрыл глаза. Его друзья подняли его на руки, несмотря на обильное кровотечение, не дали испачкать в грязи и понесли в дом. Хозяин дома, увидев погибшего Адгура, стал причитать.
У Джумки Хаджимба дома, царствие ему небесное, положили на диван. Я не могла громко плакать, снайперы могли услышать. Последние вздохи, он тебя еще слышит, не плачь громко, предупредили меня его товарищи. Моя сестра Йола и я беззвучно рыдали. У Джумки оба сына воевали, и он сам тоже. В любой момент могли погибнуть, поэтому он дома держал новую одежду, в чем хоронить. Джумка достал припрятанную на черный день новую одежду. Мужчины переодели моего брата, почистили от кровоподтеков, лицо помыли. Вот такого чистого в новой одежде они положили его для оплакивания на диван и только потом нас подпустили. На второй день привезли гроб и новую военную форму. Тогда бойцов хоронили в военной форме, как вы знаете. Подняли на высотку и похоронили рядом с Аликом и Рудиком. Хочу поделиться самыми тяжелыми воспоминаниями. Случай, который произошел в селе Члоу 26 декабря. Был сильный снегопад. Год войны как никогда выпал большой снег. Доходил до пояса. Нам передали, что в дом к тарбовцам привезли погибших на фронте ребят, и им нужна наша помощь. Мы быстро собрались, пришли к Язбе Тарба. Бедный, его уже нет в живых, в семье покоились 3 человека. Мы знали, что эти ребята из Западного фронта пришли на помощь бойцам Восточного фронта. Хочу рассказать о 2. Астамур и Дату из Игубая. Астамур носил крест. Крест с него не сняли враги, но сильно поглумились. Груди изрешетили пулями в форме креста. Затем таскали, привязав тело к танку. Кисти рук были в мелких камешках. Попытались вытащить их по одному. Я порвала простыню, перевязала пальцы, чтобы мать его не увидела. Как она это выдержит? Более 400 дней война шла. Мы не любим жаловаться на голод, но взрослые кое-как питались. А дети? Не было сладкого, не было мучного, ни сахара, ни муки, и соль закончилась. Тяжелая была жизнь. Пришлось убивать коров. Мы приютили беженцев. Больше 4000 беженцев жили в селе Члоу во время войны. Наше село находилось подальше от линии фронта на 15 километров. Но здесь был штаб, здесь находилось руководство. Одно из управлений Восточного фронта находилось в Члоу, и госпиталь тоже. Поэтому не было ни дня, чтобы Члоу не обстреливали. В мае месяце за один день на Члоу бросили 195 снарядов. 195 по всему селу в разных направлениях с утра до ночи без перерыва. Самый ужасный случай произошел 2 июля, когда наши заблокировали центральную трассу. В тот день высадился тамышский десант на барже. Грузины в противовес начали с корабля обстреливать наше село. Называли реактивный обстрел. Он был настолько интенсивный, что мы не знали, неужели завтра настанет рассвет. Но не падали духом, верили в хороший исход. Пострадали абсолютно невинные люди. Кто-то от бомбежек с воздуха, когда прилетали самолеты. Например, Алтыба. Еще в 1989 году он поднимал в горы скот. Его взяли в плен. Через месяц смог сбежать, босиком спустился с гор. Во время войны все-таки вражеская бомба его нашла.
По соседству жили кишмаревцы. Они вынуждены были покинуть село Цхенцкар, его тогда так называли, сейчас село Лашкендар. Беженцы приходили ежедневно. Одна женщина проходила мимо нашего дома, ей стало плохо, и она присела, а я подбежала к ней. «Что с вами? Откуда идете?» — спросила я. Она шла к родственникам. Ее звали Люба, по фамилии Гогохи. «Сколько тебе лет?» «98», — ответила она и рассказала, как соседи хотели ее убить. Она даже называла имена Джумбер-Чиквадзе. Эта женщина хотела собрать фасоль в огороде, но ее заметили грузины и стали по ней стрелять. Смогла убежать, но была изувечена, нос и рука были сломаны. Несчастные люди вынуждены были покинуть свои дома и искать убежище в других селах. Помню, не то кандакцы, не то атарцы на орбе везли престарелую женщину, и она горестно причитала. 2 июля был черным днем, стреляли без конца. Военные рассказали, что враги подняли гаубицы на высоту, близко к селам и обстреливали. Кто успел, спрятался под штабом. Неожиданно услышали очень громкий плач. Я поднялась из укрытия и увидела страшную картину. В доме у цвижбовцев поселились беженцы из села Лашкендар, тоже по фамилии Цвижба. Их дом сожгли. Бабушка, мать и 2 девочки, а сыновья были на фронте. Бомба убила младшую девочку. Бабушка была ранена, вся черная, в пепле, неузнаваемая, несли на носилках. В другой носилке погибшая девочка. Занесли девочку, снаряд упал совсем близко. Она не могла выжить, ничем не могли помочь. Но бабушка не знала, что внучка умерла. «Элеонора, ты где? Ты где, Элеонора?» — кричала бабушка. Более 4000 беженцев было тогда в селе Члоу. Эти люди, которые потеряли свои дома, все нажитое. После по 20-25 человек принимали в каждом доме. Они покидали свои дома в спешке, не успев взять с собой ничего. Кто без обуви, кто без одежды, только в чем был. Многие с младенцами на руках. Откуда взять продукты и прокормить и их, и нас? Не дать никому умереть с голоду. Сообразить было непросто. Это были тяжелейшие времена.